Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона, в том числе и за тем, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц в 8:35 и 13:10 на Крымском полуострове и в 7:35 и 12:10 на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Тема дня. Итак, трагические события разворачиваются в Крыму. Ушла из жизни Виджие Кашка, легенда крымско-татарского национального движения. Ушла после того, как попала под действие российских силовиков в Крыму. Давайте поговорим о том, как это происходило, с Антоном Наумлюком, корреспондентом «Радио Свобода». Антон, здравствуйте. Итак, как вчера разворачивались вот эти трагические события? Утром стало известно о том, что в центре Симферополя российские силовики проводят операцию по задержанию. Официально было сразу же заявлено через подконтрольные СМИ, и пресс-служба ФСБ почему-то комментировала операцию, которую официально проводили Центр по противодействию экстремизму МВД, о том, что были задержаны несколько представителей запрещенного в России Меджлиса. Я так думаю, что это так для такой страшной картинки было сделано, потому что никто из задержанных к Меджлису отношения не имеет. Потом уже стало известно, что в кафе на улице Воровского проводилось задержание. Действительно было задержано 3 мужчин, 3 активистов крымско-татарского национального движения, и Кашка находилась тоже вместе с ними. Ей стало плохо во время задержания, была вызвана скорая, которая не успела далеко отъехать, и женщина погибла. До больницы ее не довезли. Потом уже стало опять же известно, что мужчин задерживали по обвинению в вымогательстве у гражданина Турции денежной суммы. История достаточно запутанная, но то, что официально сообщалось, это одна картина. А то, что были какие отношения были у них с этим гражданином до этого, это совсем другая картина, которая выяснялась потом в течение всего дня. Было опубликовано видео задержания. Задержание происходило довольно-таки жестко, но оно опубликовано не полностью. В частности, на видеозаписи совершенно не видно, да, что происходило с Виджие Кашка, и только в конце там есть кадр, что есть скорая помощь, машина скорой помощи. Как вы думаете, Антон, почему это видео вырезано? Тут может быть либо технический ответ, то есть все видео, почти все видео, это видео задержания в кафе, в котором сидели мужчины, и соседний ресторан через дорогу. А насколько мы знаем, ее саму и одного из мужчин задерживали рядом, когда они уже вышли из кафе. Но также может быть, что действительно силовикам не очень удобно показывать, как проходило задержание, если оно было излишне жестким и могло привести вот к таким трагическим последствиям. Вчера следователи Центра по противодействию экстремизму обещали, что видео о том, как задерживали именно ее, будет сегодня опубликовано, и они убеждали, что никаких каких-то физического воздействия к ней не прилагали. Но, с другой стороны, видео до сих пор нет. Мы можем только догадываться, как это все проходило.
Спасибо, Антон. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода», о том, как вчера разворачивались события, о странностях в этой истории с задержанием, в результате которой случилась эта трагедия, ушла из жизни Виджия Кашка, легенда крымско-татарского национального движения. Давайте послушаем сюжет о ней и продолжим эфир. Виджия Кашка – ветеран крымско-татарского национального движения. Ее по праву можно назвать соратницей диссидентов Петра Григоренко, Андрея Сахарова, Мустафы Джемилева. Она родилась в 1934 году в селе Ускут, ныне Приветное, неподалеку от Алушты. После сталинской депортации крымско-татарского народа в 1944 году Виджия Кашка проживала с семьей в Узбекистане. В 50-е годы вместе со своим мужем Бекиром Виджия присоединилась к национальному движению крымских татар. В 1969 году семья Кашка совершила попытку перебраться в Крым, в село Кизиловка Белогорского района. Но местные власти их выселили, и они уехали в Краснодарский край. В 1973 году семья все-таки вернулась на полуостров в поселок Новокленовка. Виджия Кашка всю свою жизнь активно выступала за права крымско-татарского народа, была диссидентом Всемирного конгресса крымских татар и до последних дней участвовала в акциях протеста, поддерживала семьи крымских политзаключенных и посещала судебные заседания. Продолжаем эфир. До эфира мы пообщались с крымским историком Гульнарой Бекировой о личности Виджия Кашка и ее роли в истории крымско-татарского национального движения. Послушаем мы комментарий этот немного позже. Сейчас в нашем эфире Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, здравствуйте. Итак, ваша оценка тем событиям, которые вчера произошли в Крыму, и ваш комментарий относительно той трагедии, которая в итоге произошла. Но для всех уже стало очевидным вчера о том, что ФСБ разработала и попыталась реализовать специальную операцию, которая позволит им посадить за решетку очередную группу активистов крымско-татарского народа, а заодно и позволит им попытаться скомпрометировать Меджлис крымско-татарского народа и как бы вывести на сцену политическую новые некие такие мотивации, которые дают им право и дальше репрессировать крымских татар. Впервые во вчерашней вот этой спецоперации они попытались как бы привнести такие криминальные оттенки, обвинения в сторону активистов крымско-татарского народа, но случилось очень непоправимое, трагическое для нас и неожиданное для самих оккупантов. В ходе такого брутального, жестокого задержания, а сейчас мы получаем сведения из Крыма, поскольку сейчас идет вскрытие Виджии Абла в морге в Симферополе, ей на руки так же, как и всем другим, одевали наручники. 83-летней женщине одевали наручники, и подтверждается вчерашнее представление экспертов, что ее тоже сбивали, ее тоже кидали на пол или на землю, там, где ее задерживали. И Виджия Абла своей смертью она опрокинула эти такие грязные планы ФСБшников. Мы видим, что в течение последнего месяца довольно-таки стремительно, да, усиливаются давление на крымских татар. В Крыму практически ежедневно уже проходят обыски. Что вы можете сказать об этих событиях? Может быть, у вас есть мнение, с чем это может быть связано? Я вчера, выступая на крымско-татарском канале АТР, говорил о том, что, знаете, есть такое явление, когда темнота перед рассветом сгущается. Так бывает и в социальной жизни. У меня такое представление, что российские оккупанты пытаются максимально сейчас
репрессировать крымско-татарский народ, всех патриотов Украины, которые открыто демонстрируют свое неприятие российской оккупации, ну, как господин Балух, которого также репрессируют сейчас очень сильно в СИЗО. И русские оккупанты чувствуют о том, что сопротивление увеличивается внутри Крыма, о том, что давление международного сообщества идет по всем сферам жизнедеятельности Российской Федерации, государства, которое оккупировало Крымскую землю. Это есть своего рода такая, знаете, их такая отчаянная реакция, месть за усиливающее давление международного сообщества, резолюция Третьего комитета ООН, и сейчас ее рассмотрение этой резолюции в середине декабря на Генеральной Ассамблее ООН, вынужденное освобождение Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова, сейчас разглядывается вопрос о возможности или невозможности восстановления полномочий российской делегации на парламентской ассамблее Совета Европы. И мы все делаем для того, чтобы санкции были и вот в этом международной организации, как ПАРЕ, ПАСЕ, тоже были продолжены. Сейчас Ахтем Чийгоз работает в Копенгагене. То есть вот это все и заставляет оккупантов, думая про то, что им своими репрессиями удастся сломить и крымских татар, удастся сломить вообще сопротивление в Крыму, они поэтому усиливают репрессии. Те заявления, которые звучали в подконтрольных России средствах массовой информации, в частности о том, что люди, которые были вчера задержаны, это члены Меджлиса крымско-татарского народа, хотя они таковыми не являются, да, список членов Меджлиса, он открыт и доступен. По вашему мнению, о чем это может говорить? Ну, это говорит о том, что, несмотря на то, что российские оккупанты как бы заранее все пытаются скоординировать и замышляя свои грязные планы, они как бы продумывают одновременно использование различных сфер воздействия на людей, но тем не менее у них на это не хватает опытных людей. Возможно, они считают потребителей своей пропагандистской информации людьми очень низких способностей, что они на это не обратят внимания. Ведь обратите внимание, вчера буквально параллельно, почти что минута в минуту, параллельно с задержаниями сразу осуществлялся выброс информации сфальсифицированной по основным медиаресурсам Российской Федерации, ну, скажем, как РИА ТАСС, когда буквально вслед за задержанием уже были размещены информации, в которых приводились эти лживые мотивации собственных оккупантов, в которых вот эти наши соотечественники, активисты крымско-татарского движения, которых задержали, назывались членами Меджлиса. Потом по ходу дня, в течение дня, они как бы постепенно эту информацию поправляли, но все это говорит о том, что для них, для русских оккупантов, главным является то, чтобы как можно лживее подать информацию, а насколько она соответствует, для них это не имеет значения, поскольку не имеет значения, кто есть кто в крымско-татарском социуме, какой статус имеют люди, которые оказывают сопротивление в самом Крыму. Они нас всех
об одинаковой мере ненавидят. Нас они ненавидят, как крымских татар, других людей, граждан Украины, которые живут в Крыму и оказывают сопротивление, они просто ненавидят как украинцев, как этнических и политических украинцев. Они нас ненавидят. Насколько сильной потерей для крымско-татарского национального движения является потеря Виджия Кашка? Но для нас это шок, от которого мы сейчас не можем все еще отойти. Сегодня будут похороны. Диабла — это действительно одна из легенд крымско-татарского национального движения. Я думаю, что в Крыму нет людей, которые бы ее не знали. А в крымско-татарском народе ее знают все. Человек, который с самых молодых своих лет без всякого пафоса положил свою жизнь ради возвращения народа на свою родину. Одна из немногих здравствовавших до вчерашнего дня людей, которые были соратниками Петра Григоренко, Андрея Сахарова. Она принимала Петра Григоренко в Крыму, ездила к Андрею Сахарову в Москву, отвозила листовки, информации. Для нас это очень большая потеря. Рифат Чубаров, лидер Меджлиса крымско-татарского народа, был в эфире радио Крым Реалии. Спасибо, Рифат ага. Продолжаем эфир. И в продолжение давайте послушаем крымского историка Гульнару Бекирову о личности Виджия Кашка и ее роли в истории крымско-татарского национального движения. Ее смерть такая трагическая, какая-то очень такая страшная, символическая. А почему я говорю о том, что у нее чудовищно сложная жизнь? Ну, только несколько фактов вот этой самой, пока еще не написанной ее биографии. Она в национальном движении буквально с юности, с 50-х годов, то есть с самого начала того, как национальное движение крымско-татарского народа за возвращение на историческую родину, за восстановление автономии началось. Это было в местах ссылки в Узбекистане, и потом оно охватило все места проживания депортированных крымских татар. И семья жила в Среднекерчикском районе Узбекистана вместе с мужем Бекиром. Виджия там жила, но мысль, конечно, о Крыме не покидала эту семью. И они после снятия режима спецпоселений, уже будучи, в общем-то, такими людьми закаленными, да, борьбой в национальном движении, они решили предпринять попытку вернуться в Крым. Ну, честно говоря, тогда на это решались только самые отчаянно смелые люди, и каковой, в общем-то, и была Виджия Аптея. Честно говоря, сложно очень рядом с ней поставить из женщин кого-то. У нее, мне кажется, она вообще ничего не боялась. Рядом с ней я ставлю Зампиру Асанову, Айши Сисмуратову и вот Виджия Аптея. И в 1964 году, когда и она, и ее муж Бекир уже полностью были целиком вовлечены в национальное движение, они уже задумывались над тем, чтобы вернуться на родину. И когда был издан указ о гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму, в сентябре 1967 года это случилось, вот они уже плотно, так сказать, занялись сбором вещей, и на тот момент у них было уже 4 детей, 4 сыновей. И в 1969 году семья Кашка приезжает в Крым. И я должна сказать, что это, конечно, чудовищно страшное время, когда, несмотря на этот как бы псевдореабилитационный указ, крымских татар, которые пытались закрепиться, прописаться в Крыму, просто изгоняли с родины. И точно та же участь постигла и семью Виджия Аптея. И в 1969 году, когда они приехали в село Кизиловка, вскоре они были выдворены из Крыма с ограблением имущества, изъятием дома без всякой компенсации. В 1974 году они снова купили дом уже в другом селе Новокленовка. И им, насколько я помню, как было сказано в хронике текущих событий в правозащитном бюллетене, им угрожали 3-й высылкой. В общем, все это происходило, конечно, в условиях жуткого такого морального давления, но, к сожалению, не только морального, потому что сама Виджия Аптея мне рассказывала, что взламывали двери
разбивали окна, врывались в дом с нетрезвыми какими-то хулиганами, представители власти, просто вели себя, даже не знаю, говорить, что фашисты, может быть, фашисты где-то даже лучше себя вели. Вот так изгоняли эту семью из Крыма. С криками «собирайтесь!» и, в общем, при попытке закрыть ей рот вывихнули челюсть и вывезли за пределы Крыма, в Краснодарский край, и семья остановилась в Тамане. И, к сожалению, вот через 2 года после этого ужасного инцидента младший сын Виджепте умер от шока, по сути, да. И, в общем-то, в 1973 году семья тайно купила домик опять в селе Новокленовка, тоже в Крыму. И вот они, по сути, постоянно были в Крыму на острие этой борьбы, потому что мало кто знает, насколько тяжело в тот момент было тем немногочисленным крымским татарам, которые действительно героически жили на своей исторической родине, когда политика Крым без крымских татар была, честно говоря, частью государственной политики. И Виджеп, она всегда была со своим народом. Но не было ни одного сколько-нибудь значительного мероприятия, Всемирный конгресс, Курултай, чтобы ее там не было. Она часто бывала у Андрея Дмитриевича Сахарова. Я думаю, что она знала Петра Григорьевича Григоренко, то есть еще с советских времен. Просто потому, что у нее всегда была очень активная патриотическая позиция. И, как я уже говорила, ей чувство страха вообще было неведомо. То, что эта трагическая ее смерть, это, конечно, тяжелейший удар и по национальному движению, и просто какой-то ужасный день этот ее смерти и эти обыски, которые прошли в Крыму. В общем, все это настолько как-то страшно и символично, что Виджепте знали абсолютно все. Нет ни одного крымского татарина, кто бы не знал ее. Продолжаем эфир. Напомню, что это был рассказ крымского историка Гульнары Бекировой о личности Виджия Кашка и ее роли в истории крымско-татарского национального движения. Есть уже реакция в Министерстве иностранных дел Украины. Павел Климкин, министр, пообещал поднять в Брюсселе вопрос ответственности России за убийство 82-летней Виджия Кашка. Именно так он назвал смерть Виджия Кашка в результате вчерашних событий, в результате действий российских силовиков во временно оккупированном Крыму. Процитирую по изданию «Зеркало недели». Сегодня в Крыму от рук российских оккупантов погибла 82-летняя Виджия Кашка, ветеран крымско-татарского движения. Оккупанты пытались арестовать пожилую женщину, и ее сердце не выдержало. Нелюди, презрение и отвращение, предчувствую, они дорого заплатят за это убийство. Вечная память этой героической женщине. Также Климкин заверил, что украинские дипломаты поднимают вопросы преступлений россиян в оккупированном Крыму на всех международных площадках и пообещал продолжать делать все от него зависящее в этом направлении. Продолжу цитату. «Сегодня нахожусь в Брюсселе, и вопросы арестов и других преступлений российского оккупационного режима в Крыму поднимаем на каждой встрече. Россия должна убраться из Украины и прекратить этот беспредел. К этому стремимся мы и весь цивилизованный мир». Конец цитаты. Напомню, это была позиция Павла Климкина, министра иностранных дел Украины. В нашем эфире Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте. Ваша оценка тех событий, которые произошли вчера в Крыму? Вчерашние события – это грязная провокация российских оккупационных сил, затеянная с целью дискредитации представителей крымско-татарского национального движения и Меджлиса. И, к сожалению, жертвой этих грязных провокаций, этих игр с подставными лицами, с якобы обвинениями в вымогательстве денег стала известная ветеран национального движения Виджия Кашка. А также члены национального движения, активисты, среди которых Курсиит Абдуллаев, Бекир Дегерменджи, Асан Чапух и другие. И все это еще раз говорит о том, что оккупанты в Крыму делают все возможное, чтобы дискредитировать крымских татар. Сначала они рисовали из Меджлиса экстремистов, потом из соблюдающих и верующих крымских татар террористов.
теперь они взялись за такие грязные игры, как обвинение во взяточничестве. Я вчера следила за событиями, возмущена до глубины души. Оскорбить память этой светлой женщины, этого известного человека, этого ветерана, который жизнь отдал за то, чтобы крымские татары жили в Крыму. Если бы эти ублюдки, которые устроили вчера игрище над ней, знали бы ее судьбу, они бы просто, наверное, бы не посмели делать то, что они делают. Потому что, когда мы узнали, что она якобы что-то там делает, как они говорят, то понятно, что одно дело, что никто не поверил, другое дело, что этого она бы не сделала никогда, и, как говорится, нечего марать ее память и прикасаться к ней своими грязными руками. Благодарю вас, Гаяна. Напоминаю, что с нами на связи была Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Говорили мы о вчерашних событиях в Крыму, о действиях силовиков, которые повлекли за собой трагедию, смерть Виджия Кашка, легенды крымско-татарского национального движения. Говорили о том, что же в целом происходит в Крыму, где последний месяц просто нескончаемая хроника беспрерывных обысков и следственных действий. И о том, что же дальше. Итак, это радио Крым Реалии. Напомню, что вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звонки бесплатны. Даже по завершении эфиров вашу информацию примет автоответчик. Кроме того, вы можете писать нам на электронную почту. Контакты есть на сайте Крым Реалии. Также вы найдете там наши материалы и прямые видеотрансляции эфиров. Кроме того, читайте нас в соцсетях, Facebook и Twitter. Там тоже вы можете с нами связаться и предложить свои материалы и темы программ. Это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин. Пока.